Меня зовут Ерхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Тут недавно башкирские миссионеры провели зум-конференцию с жителями татарского Татышлинского района Башкортостана. Они выступали перед работниками музеев, краеведами, учителями родных языков. Этот район Башкортостана мы называем не просто так татарским. Этот район татарскому миру подарил певицу Ханию Фархи. Салават Закиевич Фатхетдинов родом из Татышлинского района. Этот район также нам подарил татарского поэта Гали Чакры. Татарский поэт и драматург Энгам Атнабаев ни разу не был замечен в чтении стихов на башкирском языке. И тем не менее, башкирские этномиссионеры пытаются влезть в головы жителей этого района и вдолбить им, что, видите ли, раньше они назывались татарами и поэтому в корне не были правы. И теперь им намекают, но понятно, какой идентичностью нужно переписываться в будущем. К нашему удивлению, на Zoom-конференции не звучал сам литературный башкирский язык. Почему-то башкирские миссионеры предпочитают вести свои проповеди исключительно на русском языке. То ли они не освоили так называемый северо-западный диалект башкирского языка, либо им чужд татарский язык, на котором разговаривает население Татышлинского района, либо они боятся, что их литературный башкирский язык никто не воспримет. Ну или здесь все вместе и воедино сложилось. Этномиссионер Юлдаш Юсупов обратился к участникам Zoom-конференции на русском языке и прочел им на этом языке лекцию. На этом же языке выступали Рафиль Асылгужин, Салават Хамидуллин. Увы, но башкирские этномиссионеры помучили Бахтигарея Арманшина. Послушав его, становится очевидно, что его повседневный язык общения однозначно не русский. Самая главная беда наша, чтобы мы башкирский язык уже потеряли в 1923 году. И до этого года вот 3-4 поколения учились по-татарски. И за это мы сегодня такой вопрос, что мы татары, не башкиры, вот такой вопрос идет. Мы раньше вот этим архивным материалом видно, что мы у нас в этом районах, северных районах учились только по-татарски, татарски учились, языках. И вот эта проблема сейчас вышла. Почему мы не знаем свой родной язык, башкирский? Потому что вот учились мы по татарскому языке. Все знаем, что по-татарски, а башкирские языки, они потом в 90 году только вышел. Мы уже 3 поколения выросли, по-татарскому книги читали, по-татарскому плясали, мы все сделали. Вот это сейчас надо исправить. Так, стоп. Причем тут татарский язык. Башкирские этномиссионеры в поте лица работают над тем, чтобы продвигать так называемый северо-западный диалект башкирского языка, который на слух вообще не отличается от татарского языка. С чего это вдруг устами Бахтигарея Арманшина транслируется такое неприятие татарского языка? Бахтигарей Арманшин ведь на протяжении 3 поколений на самом деле учил, как они там говорят, северо-западный диалект башкирского языка. Где это вы увидели в Татышлинском районе татарский язык? Или дело не в этом? Или башкирские этномиссионеры забыли обновить свои методички, подсунуть новые про северо-западный диалект башкирского языка Арманшину? Вы уж определитесь там у себя наконец. Шутка про крестик снять, либо трусы надеть явно напрашивается ведь. На Zoom-конференции глава западных табынцев Насибулла Хуснуллин, Айсылу Шерефьянова разговаривали на чистейшем татарском языке. Хотя и расписывались в том, что никакие они не татары вовсе, а башкиры. Получается, что башкирские этномиссионеры едут в татарские районы Башкортостана, чтобы на самом деле русифицировать татарское население там. Делают татарский язык каким-то ущербным явлением, читают свои проповеди только на русском языке, не на татарском, и даже пренебрегают башкирским литературным языком. Зачем? Башкортостан татарларына мәрәҗәгать итәсем килә. Үзегезнең
туған тіліңізді сақлағыз. Ата-аналарыңыз, әби-бабаларыңыз белән ғорурланығыз. Сіз, Башқортостан татарлары, татар дүниясының ең мөһим өлеше. Сіз Башқортостанның хуҗалары бит. Сіз үз республикагыз үсешенә зур өлеш керткәнсез. Әйдәгез, провокацияләргә бирелмәгез. Кыю булыгыз. Бүген татар дөньясы сезгә игътибар белән карый. Татар дөньясы милләтегезне һәм туган телегезне саклап калырга ярдәм итәргә әлбәттә әзер. С ужасным проявлением варварства пришлось столкнуться татарам России на прошлой неделе. 10 декабря в Астрахани были осквернены памятник нагайскому просветителю Абдулхамиду Джанибекову и памятник нашему татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятники двум выдающимся деятелям российского тюрко-татарского мира были облиты масляной краской и изрисованы свастикой. Подумать только, чтобы в многонациональном городе в Астрахани могут разгуливать на свободе носители человеконенавистнических идей, принципов и ценностей. Кому вообще могло прийти в голову вот так варварски заявить о своем существовании в этом городе? Известно, что общество нагайской культуры Эдиге и общество татарской культуры Дуслык взяло расследование дела под общественный контроль. Уже возбуждено уголовное дело о вандализме. Прокуратура Советского района Астрахани взяла на контроль ход и результаты расследования. Если Габдулла Тукай и его огромный вклад в дело развития татарской культуры и татарской нации известен каждому татарину, то мы немного расскажем об Абдулхамиде Шашибиевиче Джанибекове. Он родился в Астрахани в 1879 году, в слободе Тиек, то есть Царев. Его рождение зафиксировал ученик Шикабуддина Марджани и имам Зеленой мечети, астраханский татарин-джадидист Абдурахман Умеров. Известно, что отцом у Джанибекова был Карагаш, а мать была из юртовских. Основное образование Джанибеков получил в медресе Низамия у все того же марджиниста Абдурахмана Умерова. Более того, некоторые исследователи относят Джанибекова к школе татар-джадидистов. Уже потом, в стране в 1917-1920 годах, когда устанавливалась советская власть, Джанибеков отказывается от замысла становиться имамом и начинает работать учителем в сельских школах. В 1917 году Джанибеков инициирует создание в Астрахани во все той же слободе Тиек кружка молодых нагайцев. Примерно в это же время Джанибеков пишет одну из своих этнографических пьес «Карагаш Нагайтыем». В 1920 году Джанибеков переводится работать учителем в город Грозный. Сейчас это Чечня. На Кавказе у него завязываются тесные контакты со степными и кубанскими нагайцами. В 1921 году Джанибеков получает приглашение к сотрудничеству в Северокавказский институт краеведения, который располагается во Владикавказе. В 30-х годах прошлого столетия Джанибеков пишет серию очерков по истории и культуре нагайцев. Работает краеведом, педагогом, редактором, переводчиком. Курманалиев, который был одним из подвижников Джанибекова, вспоминал, как его учитель принимал решение создать нагайский алфавит, практически вдохнуть жизнь в современный нагайский язык. Ученые из Махачкалы и Москвы стали убеждать нас в следующем: поскольку у нагайцев нет своего букваря, а язык наш очень схож с кумыкским и татарским языками, то наши дети в школах могли бы обучаться на одном из них. Тогда Джанибеков дал мне, пишет Курманалиев, задание по кумыкским учебникам провести уроки среди нагайских детей и по их результатам вывести процент схожести лексики двух языков. Этот процент оказался незначительным. Основываясь на этих и других данных, Джанибеков обратился с письмом к правительству Дагестана о сохранении для нагайцев в качестве языка обучения нагайский язык. Результат? После возвращения со Всесоюзного съезда тюркологов в Баку в 1926 году Джанибеков принялся за составление первого нагайского букваря на латинском языке. Этот букварь увидел свет в 1932 году. В целом Джанибеков отстаивал самостоятельность нагайского языка, культуры. В общем, он самый главный архитектор нагайской этнической идентичности.
благодаря которому у ногайского народа появился свой родной язык, отличимый от языков других тюркских народов России. Рассчитываем на скорый поиск, задержание и наказание тех мерзавцев, что подняли руку на память двух выдающихся деятелей тюрко-татарского мира. В Сибири, в Тобольске, так и поставили поклонный крест Ермаку, хотя против этого выступали татары Сибири, единым фронтом, между прочим. В ноябре в Тобольском парке Ермакова поля провели чин освящения поклонного креста, посвященного Ермаку. Уважаемые зрители, давайте посмотрим, что же на самом деле стоит за очередным увековечиванием памяти покорения Сибири Ермаком. Для справки вам скажу, что в Тобольске уже есть и стела, и парк, посвященный Ермаку. В общем, нашпиговывают Тобольск Ермаком, и конца края этому что-то не видно. Двигателем проекта воздвижения поклонного креста Ермаку в Тобольске считается сибирский олигарх и бывший мэр города Аркадий Елфимов. Как только олигарх столкнулся со сплоченным противостоянием татарских общественных организаций Сибири, то он к делу подключил верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья Николая Дьяконова. Тем не менее, татарам Сибири удалось подпортить нервы тобольскому олигарху. Он был вынужден подступиться от своих первоначальных замыслов и поставить поклонный крест не там, где хотел. Но, к сожалению, вот в парке, там, где я его предполагал поставить, значит, около часовни, на подходе к часовне, мне это пока не удалось сделать, но я думаю, что, значит, со временем мы все-таки его поставим на то место, где он и должен стоять в парке Ермакова поля. Немного освежим в памяти, вспомним, что за противостояние случилось между татарскими общественными организациями и командой Елфимова, а именно привлеченным им атаманом Николаем Дьяконовым. На радиоканале FM на Дону состоялись интересные дебаты. Прислушайтесь на тональность слов Дьяконова относительно татарских общественных организаций Сибири. Сколько же в этой тональности агрессии? Самое главное, чего они хотят, эти люди, они хотят неокрепшие молодые умы представителей своего народа изначально заложить зерно, что мы оккупанты. Мы подняли волну. Мы вышли на того же самого мэра Тобольска, губернатора Тюмени, на полномочного представителя по федеральному округу. Мы пишем письма в адрес поддержки казаков Сибири по установке данного монумента. Мы это просто так не оставим. Мы на корню это будем все душить. А что же думают сами татары Сибири? Давайте послушаем председателя Тюменской областной общественной организации «Наследие» Луизу Шамсудинову. На Тобольске уже есть памятник. По Тобольске уже есть стелла еще 1839 года в Ермаковом саду, где написано конкретно «Покорителю Сибири атаману Ермаку». Вопрос: зачем еще второй, поклонный крест? На протяжении многих лет господин Елфимов, значит, у нас пропагандирует имя Ермака, противопоставляя его хану Кучуму, рисуя при этом хана Кучума, понимаете, коварным, кровавым завоевателем, пособником Ватикана, вот у него сопроводительное письмо было, Англии, начинает этим оскорблять исторических деятелей местного коренного народа. Хан Кучум исторический деятель для нас, для сибирских татар. Дело в том, что здесь в Тобольске, значит, близлежащие в Тобольском районе, в Увадском, Ярковском районе, Тюменской области, более 50% коренное население. Как татары. Мы живем бок о бок, русские и татары. При этом Елфимов ведь знает об этом. Он понимает, что город Тобольск и близлежащие районы являются историческим центром. Он при этом будоражит, генетическую память целого народа, этноса. Народ будоражит, который мирно живет и трудится на этой земле. Сибирские татары, кто они такие? Они принимали мирных переселенцев, вместе с другими народами соседали, воевали за родину, прошли отечественные эти все войны, так ведь? Но у нас господин Елфимов в конечном итоге, вывод делаем, остается и до сих пор воюет, в средневековье он остался, понимаете? А вот еще предлагаю послушать интересный исторический экскурс о Ермаке от Луизы Ханым. Ермак – это проходящий был персонаж. Его судьба именно на нашей территории коротка. Дело в том, что он пришел в 1982 году, его хан Кучум без боя запускает на Искир,
закрывает мышеловку и 3 года берет его голодным мором. Все, они сами погибают здесь от голодной смерти. Дальше он выманивает остаток, вот 50 там с чем-то казаков, что идет караван, и они дерзко пытаются ермаковцы, потому что надо от голода спастись. Вот хан Кучум его запустил, снял вот эти закидные мосты, и все, и он оставил. И с одной стороны 51 метр высоты гора, и он просто вот спуститься не мог. Вот если помните картину Сурикова «Покорение Сибири», эта гора высокая, с этой стороны река Сибирка и круговую вот осадок. Все, сибирские летописи, ремезовские летописи говорят об этом, что они даже варили в свое время сбруи, и так вот спасались от голода. Цинга началась там. Это все описывается. Просто сегодня об этом не хотят говорят. Сегодня придумывает кумира, там присоединение Сибири, покорение Сибири и так далее. Сибирские татары покоренным народом себя не считают. Почему? Потому что Ермак утонул. После этого хан Кучум еще принимал бой царя русского Ивана Грозного, пережил Бориса Годунова, Лжедмитрия. Получается, он многих уже царей пережил, и все еще он возвращался на Искир и правил. Искир вообще сгорел последний раз в 1881 году. Вот о чем здесь можно говорить. Надо называть все своими именами, и сочинять что-то там, придумывать нельзя. Если коротко, Луиза Алимчановна, Ермак для вас это кто? Ермак для нас это, ну как сказать, это казачий, как в истории атаман, разбойник, который нашел свою голодную смерть в водах Иртыша под Искером. Вот все, вот он такой у нас персонаж проходящий. Мы почитаем, конечно, своих героев, чьи имена хотим тоже увековечить, но не в убыток другому народу и не хотим что-то противопоставлять, понимаете? Мы должны жить дружно, мирно. Кстати говоря, трезво на историческую фигуру Ермака смотрят ведь не только татары. Послушаем доцента кафедры исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета Максима Шалака. Ну, первый вопрос такой, кто такой Ермак, да, откуда он взялся? В Новочеркасске есть памятник Ермаку. Есть. Да, но то, что вот он донской казак, это ведь всего лишь одна из версий. Да мало того, это даже в научной среде эта версия даже не рассматривается. Эта версия вот именно, вот, скажем так, в устном народном творчестве, в песнях вот донских казаков. Об этом говорится, о том, что как раз-таки Ермак участвовал во взятии Казани при Иване Грозном. И вот за эту службу Иван Грозный спросил, а чем вас пожаловать, казаки? И вот Ермак Тимофеевич обратился, а пожалуй нам Дон-батюшку от Верховьев до Низовья. Вот. А в исторических документах, в тех источниках, которые до нас дошли, вообще никакого упоминания о Доне совершенно нет. Это вот действительно просто вот такая народная, скажем так, легенда. Угу. А на самом деле несколько регионов России, которые вот претендуют на его родину, это вот и на Двине, на Северной, считают, как будто вот, может быть, он родился. Возможно, даже там и на Урале, в имении Строгановых, есть тоже версия. Единственное, что действительно в документах засвидетельствовано, так это то, что он на Волге казаком был. Вот как волжский казак, он действительно упоминает. Вот. Но, понимаете, в то время, это как раз где-то 70-е годы 16 века, донское казачество, да и волжское, еще не сложились как отдельные такие войска. И поэтому казаки могли с одной реки свободно переходить на другую. Там, с Днепра на Дон, с Дона на Волгу, с Волги на Яик. Мы рады, что татар Сибири заботит вопрос о межнациональном мире у себя дома. Вот какой компромиссный вариант предлагает всем Луиза Ханым. Что нужно делать для того, чтобы и героическое прошлое русского народа не забывать, и коренных жителей разных территорий России не обижать? Это ведь очень тонкий вопрос. Правильно, правильно. Проекты должны быть направлены на дружбу народов, на консолидацию, чтобы вот если парк зашел, вот у него же как бы тематический ботанический сад, зона отдыха, да, туда мы должны зайти с добрыми мыслями и уйти оттуда доброй душой, чтобы никаких вот этих не вызывало. Мы вот когда обращение писали, мы писали, давайте поставим памятники, вот сейчас 75-летие победы Великой Отечественной войны, да, давайте поставим героям. Увы, Луиза Ханым, но казаки могут быть не очень заинтересованы в том, чтобы устанавливать памятники героям из своих рядов, кто воевал против фашистов во время Великой Отечественной войны. Хотя, конечно, себя они считают героями. И как следует по фашистам 75-летней давности проходятся. Будь здоров! Правда, так они делают пока что лишь на словах.
Весьма любопытно, как тот же атаман Николай Дьяконов описывает роль казаков во время Великой Отечественной войны. С его слов мы понимаем, что казаки были на стороне Советского Союза. Они воевали против фашистов, с теми, кто напал на нашу родину. А давайте послушаем, в каких красках об этом он нам рассказывает. На нашем Тихом Дону были немецко-фашистские захватчики. Немцы, понимая, что Ермак – это дух России, это ее мощь, ее стержень, ее величие, пытались идеологически убрать, надломить, уничтожить дух русского солдата. Они подогнали танки, цепи и пытались Ермака свалить с огромного постамента. У них не получилось. Он выстоял. Как же прекрасно убедителен Николай Дьяконов. У нас нет сомнений, что все казаки во время Великой Отечественной войны защищали нашу Родину. Были ей верны. Или все же есть сомнения, что не все казаки бились за нашу Родину? В интернете можно обнаружить интересную статью. «Газпромбанк профинансирует казаков, любителей атамана Краснова». Статья размещена на ресурсах Ротфронт, движение, которое относит себя к левым силам. В этой статье сообщается, что «Газпромбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом казаков-воинов России и зарубежья, то есть организацией Николая Дьяконова. Говорится, что Союз казаков-воинов России и зарубежья имеет крайне правые политические позиции и не стесняется пропагандировать жизнь и деятельность печально известного атамана Петра Краснова. В статье рассказывается, что общественная организация Союз казаков-воинов России и зарубежья имеет общероссийский статус. Организация была зарегистрирована в 2014 году. Верховным атаманом этой структуры стал Виктор Водолацкий, депутат 5 и 7 созывов Госдумы. После Водолацкого организацию возглавил Николай Дьяконов. Отмечается, что при Дьяконове на ресурсах общественной организации казаков стали постепенно появляться лояльные или даже апологетические упоминания Петра Краснова. Например, в позитивном ключе Краснов упоминается в репортаже о торжественной литургии в честь царевича Алексея, а в социальных сетях организация казаков советует прочитать роман Петра Краснова с красноречивым названием «Ненависть». Эта книжка наполнена мифами об идеальной Российской империи, которую разрушили низменные мотивы грядущих сеятелей смуты, революционеров. Любопытно, что сегодня нам недоступны гиперссылки, которые ведут на явные свидетельства и доказательства, что при Дьяконове казаческая организация поддерживала казака-фашиста Петра Краснова. Вот, например, мы сюда кликаем. Как видим, открывается страница Союз казаков-воинов России, но страница не найдена. Возвращаемся и попробуем пройтись по второй ссылке, которая доказывает связь между организацией казаков Дьяконова и казаком-фашистом Петром Красновым. Как видим, опять ничего не найдено. То есть на данный момент, в принципе, можно говорить о том, что никакой связи между организацией казаков Дьяконова и казаком-фашистом Красновым, в принципе, нет. Кто же такой этот атаман Краснов? Почему мы этого атамана называем казаком-фашистом? Ну, на самом деле мы так не считаем. Так считают на федеральных телеканалах России. Сегодня с подачи губернатора Ростовской области вновь всплыло имя атамана Петра Краснова, того самого предателя Родины, что в 1943 году возглавил Главное управление казачьих войск восточных оккупированных территорий Германии. Того самого, что в 1997-м
отказался реабилитировать Верховный суд и которому в 2007-м установили памятник в станице Еланская. Там, на территории частного подворья, открыт целый мемориальный комплекс под названием «Донские казаки в борьбе с большевиками». Скульптуры, барельефы и поминальные кресты. Все посвящено трагическим событиям в истории казаков. Идея принадлежит бизнесмену Владимиру Мелехову. Атаманом Краснов стал в 1918-м, когда возглавил Донскую республику. Его деятельность в ту эпоху сомнений не вызывает. Единственное, Краснов всегда восхвалял немцев, ценил их порядок, их технику. Он был видным представителем белого движения, но из-за симпатии Германии даже поссорился с сотоварищами. Потом эмигрировал. А вот когда Гитлер напал на Советский Союз, белый генерал и атаман Краснов поддержал фюрера. Тот исторический момент показал многое. Эмигранты тогда разделились на два лагеря. И многие из тех, кто серьезно пострадал от советской власти, у кого были репрессированы родственники, кто лишился всего, тут же, не задумываясь, поддержали Советский Союз. Ну а Краснова взяли в плен англичане, выдали его СССР, где Краснова и казнили в 1947 году. Зачем нужно было устанавливать такому господину памятник? Что это? Незнание истории, глубокая местечковость. И все-таки, есть ли связь между атаманом-фашистом Красновым и казаческой организацией Николая Дьяконова? В сети можно найти статью о первом атамане этого союза казаков-воинов России и зарубежья, о Викторе Водолацком. В нем атаман расписывается, как готов помочь родственнику атамана Краснова, чилийскому генералу Мигелю Краснову. Он же был сподвижником чилийского диктатора Августа Пиночета. Водолацкий дает понять, что Мигеля Краснова он не сдаст, пусть даже если есть свидетельство, что Мигель Краснов причастен к пыткам людей. В 2008 году, будучи депутатом Госдумы, Владимир Водолацкий подписал указ о создании рабочей группы по реабилитации атамана Краснова. Видите ли, как будто есть сомнение, что Краснов не виноват в том, что был верен Гитлеру и воевал на его стороне. Водолацкий этот указ подписал 17 января 2008 года, но через 11 дней, то есть 28 января 2008 года, он был вынужден передумать, и работа по реабилитации фашиста-казака Краснова была свернута. Мы внимательно промониторили интернет-ресурсы Союза казаков-воинов России и зарубежья. Да, ребята стараются быть аккуратными. Везде, где упоминался в положительном свете атаман-фашист Краснов, все следы зачищаются, удаляются. Хотя нет, не везде. Сейчас мы находимся на сайте Союз казаков-воинов России и зарубежья, Белгородское региональное отделение. Мы находимся на странице, посвященной памятным датам казачества. Итак, что нам казаки предлагают отмечать в январе? 16 января 1947 года казнены казачьи военачальники Краснов, Шкуро, Султан-Гирей Клыч. Как видим, никакой информации о том, на чьей стороне они выступали во время Великой Отечественной войны, здесь нет. Мы не можем утверждать, что повально все казаки во время Великой Отечественной войны были на стороне Гитлера. Вполне допускаем, что были и те, кто реально защищал нашу родину. Но, к сожалению, имена этих казаков-героев нам неведомы. Интересно, почему? Но зато татарам везде хотят напоминать, как их Ермак в 17 веке завоевывал. И учат, как свою страну надо любить.